Бог говорит вам сегодня, что вы особенные. Вы были избраны Богом, чтобы помочь бесчисленному количеству людей по всему миру. Вы должны быть храбрыми перед лицом трудностей, не полагаться на негативные мысли и не обвинять окружающую среду, в которой вы живете. Позвольте мне на минутку воспользоваться туалетом. Мы не можем игнорировать тот факт, что Бог существует. Все его пункты верны. Все, что происходит в огромном космосе, имеет свою цель, и вам стоит посмотреть этот фильм, когда придет время. Будьте спокойны, подумайте о том, что я говорю, постоянно молитесь и доверьтесь мне, если хотите, чтобы в вашей жизни произошли чудеса. Со мной ты не ошибешься. Мы верим, что Бог показывает, что скоро наступит день, когда вы сможете поговорить с Ним. Не падайте духом, сохраняйте доверие ко мне, думайте о том, что я говорю, и часто молитесь мне. Пожалуйста, Господь, храни меня в своих молитвах прямо сейчас, пока я занимаюсь своими делами. Посмотрите, как я себя чувствую морально и эмоционально. Пожалуйста, Господь, позаботься о моей умственной и духовной жизни. Пожалуйста, скажите «Аминь», если вы чувствуете, что у вас есть все необходимое для исполнения ваших желаний. Пусть мои мысли будут наполнены любовью, а не ненавистью, и принятием, а не сожалением, и крутыми вещами вместо плохих, и помощью другим, а не мыслями о себе и чистотой, а не всей этой грязью, и, может быть, я прячусь там. Обычно я делаю это перед тем, как что-либо сделать, но мне нужна ваша помощь, чтобы я не терялась в спешке, когда нахожусь рядом с другими людьми. Для меня очень много значит, что ты мне в этом помог. Покажите свою поддержку, поставив лайк этому видео и поделившись им с другими. Тот факт, что Бог был со мной на этом пути, сколько я себя помню, является единственной причиной, по которой я сегодня стою здесь. Это главным образом из-за моего успеха на данный момент. Пока что этот компонент является одним из самых важных. Единственная причина, по которой я сегодня жив, это то, что произошло. Действительно, главная причина, по которой я пришел сюда и остаюсь здесь сегодня, заключается в том, что я сразу понял, что Бог идет со мной. Прямо сейчас нет никого, кому я мог бы доверять или кого бы я считал более истинным, чем Ты, Боже. В отличие от кого-либо другого, я могу рассчитывать на то, что вы скажете мне правду. Ты все, что я когда-либо мог хотеть или о чем думать, и мне так повезло, что у меня есть кто-то, кто любит и заботится обо мне так же сильно, как и Ты. Господь, Ты исполняешь каждую мою мечту и желание. Я прошу Тебя, о Боже, дать мне силы пережить невзгоды и трудности, противостоять моим проблемам и найти решение. Делай, как я говорю, верь в то, что я говорю, и согласись со мной, что я позабочусь о том, чтобы ты знал, как сильно я тебя люблю, и что мы сможем пройти через все, с чем столкнемся сегодня вечером, независимо от того, насколько это тяжело. Я молюсь за вас во имя Иисуса Христа. Я дам тебе свое искупление, если ты поверишь, что я тот, кем себя считаю. Я благословлю ваши руки и сниму ваши проблемы с ваших плеч, если вы поверите тому, что я здесь сказал. Стремясь выполнить возложенные на меня обязанности, которые вы мне дали, я прошу вас показать мне путь, по которому я выберу, и дать мне мудрость и терпение. Несмотря на то, что тебе сейчас трудно,
ты должен доверять мне и времени, которое я для тебя запланировал. Неважно, через какие проблемы вы сейчас проходите, меня все это ошеломляет. Время от времени дела будут налаживаться, если ты серьезно подумаешь об этом вместе со мной. Новый день вот-вот начнется, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы насладиться им. В качестве дополнительного бонуса я благодарю дорогого господа, потому что я знаю, что именно благодаря твоей воле я сегодня не в опасности. Ты должен уйти, чтобы мне угрожала какая-то опасность в этой жизни. И если вы не можете доверять ему сами, вам нужно прямо сейчас довериться ему в людях вокруг вас. Каждый в этом мире находится в очень сложной ситуации. Искренне верить в силу молитвы может быть очень важно. Молитва – это могучая сила, способная сдвинуть горы, и Бог может сделать все, что пожелает. Да, я уже дал тебе все, что тебе нужно, так что больше тебе ничего не нужно. Вам больше ничего не нужно. Подумайте о том, что я говорю. Поскольку я уже дал тебе все, что тебе нужно, я могу продолжать быть той скалой, от которой ты зависишь во всех жизненных бурях, как делал это раньше. У вас все в ваших руках, чтобы вам не понадобилось, вы и ваши близкие, а также все, кого вы считаете важными, находитесь в моих мыслях и молитвах. Я также могу прежде всего следить за вами, вашими близкими и друзьями. Помните, я всегда здесь, чтобы помочь вам. Мужайтесь, я никогда не оставлю и не проигнорирую вас. Будьте уверены, я никогда не оставлю вас и не перестану быть с вами, поскольку я скала, на которую вы полагаетесь. Ты можешь быть уверен, что я всегда буду рядом с тобой. Обещаю, что не буду часто тебе помогать. Ты можешь рассчитывать на то, что я буду твоей опорой, твоим источником силы и тем, кто исполнит все твои желания, независимо от того, что жизнь преподнесет тебе. Большую часть времени вы можете рассчитывать на мою поддержку, потому что я готов начать новую главу своей жизни прямо сейчас. Я вижу, что твои страсти скоро закончатся и начнутся новые. Пришло время начать все сначала. Вы заслуживаете того, чтобы вас прославляли со всей существующей славой. Святой Отец Небесный, если ты веришь, что это правда, я прошу тебя указать мне путь, поскольку я беру на себя больше ответственности. Хотели бы вы, чтобы я также попрошу вашей помощи в подготовке к получению вашей любви и сострадания в этой жизни? Я ценю вашу помощь в этом. Пожалуйста, знайте, насколько мы ценим вашу приверженность нашему партнерству. Я прошу вас молиться за меня, чтобы поддерживать дисциплину, которую мне необходимо поддерживать, чтобы я мог постоянно разговаривать с вами и черпать силу из единственного истинного источника всего хорошего. Я ценю это, даже если вы не понимаете общей картины. Все получается благодаря Богу, даже если сейчас это не имеет смысла. Это также создает основу для сотрудничества. Сказав это, в такие моменты Иегова явит вам свою любовь и благословение. Бог всемогущ и все контролирует, и вы всегда должны помнить об этом. Если сатане удастся завладеть вашей жизнью, он захочет лишить вас радости, удовлетворения и счастья. На улице говорят, что некоторые части вашей жизни, включая вашу жизнь, личные отношения и финансовую стабильность, всегда находятся под угрозой, но сопротивляйтесь желанию бросить курить. Теперь вы намного ближе к желаемой награде,
поэтому пути назад нет. Это лучший способ. Ваше физическое здоровье, ясность ума и финансовая стабильность – это лишь некоторые области, которые нуждаются в отдыхе и восстановлении. В течение долгого времени вы боролись с разными вещами. По мнению Бога, вы не должны позволять допущенным вами ошибкам изменить ваше отношение к людям в вашем сообществе. В этот ущерб включены как физические, так и эмоциональные травмы. Другие люди перестанут вас ненавидеть и не будут делать вам плохо. Дайте им понять, что вы должны научить их, как это делать, и что для вас естественно приходить и благословлять своих людей, даже когда возникают трудности. Под руководством Святого Духа я прошу вас дать силу, желание и мир, которые нужны страдающим людям мира. Вместо того, чтобы думать о вещах, которые могут вас унизить и убить, больше думайте о вещах, которые могут вас поднять и основаны на истине. Иисус Христос, Создатель Вселенной и единственный источник движения звезд, покидает комнату. Христос, который есть Бог, отвечает за направление прихода звезд в эту область в это время. Когда все остальные отворачиваются, вам это нужно больше всего на свете. Общение позволит мне помочь вам определить положительные и отрицательные аспекты вашей жизни. Не забывайте поддерживать связь со мной. Не каждый, кого вы встретите, будет пытаться унизить вас или других, хотя вы можете придумать сотни вещей, которые могут пойти не так. Если мы будем вместе, я позволю тебе рассказать мне о лучших и худших моментах твоей жизни. Бог не привел тебя сюда без причины. Вы должны подождать и осознать, что я Бог. Теперь, когда вы зашли так далеко, примите жизнь в полной мере и не тратьте время на беспокойство о том, заслуживаете ли вы того хорошего, что ждет вас на пути. Мы все здесь, чтобы помочь вам и напомнить, что вы можете делать все, что захотите. Даже когда ты рос в утробе матери, я так сильно любил тебя. Поскольку вас больше не было физически, другие люди вас не узнали. То, что другие люди сделали с вами, теперь не причинит вам вреда, потому что они там вас не знают. Отец Небесный, Он не дал тебе почетных и королевских должностей в ответ на твои действия и не дал тебе плана жизни. Гражданство первого класса. Вы заслуживаете похвалы мира, поэтому, пожалуйста, учтите мои пожелания и ответьте соответствующим образом на мою предыдущую просьбу. Мне нравится твоя идея. Возможно, я хотел бы попросить вашей помощи и нужд от имени моих друзей, моей семьи и всех, кто может нуждаться в чуде или переживает трудные времена. Пришло время внимательно выслушать меня и сказать мне, насколько вы считаете свое исследование правильным, независимо от вашей веры в его правильность. Я молюсь, чтобы вы каким-то образом вернули их в их жизни, которые, как вы видите, нуждаются в исцелении прямо сейчас. Пожалуйста, сделайте это для меня, чтобы исцелить их от того, что вы видели, что влияет на их жизнь. Пожалуйста, сделайте то, что они просят. Они смогут найти утешение, которое вы можете обеспечить, оставив вас рядом в трудные времена и беды. Возможно, вы сможете их очень утешить, помогая им, когда они в вас нуждаются. Заверьте их, что вы можете изменить ситуацию, и дайте им понять, что их молитвы часто бывают услышаны или могут быть услышаны. Повторите свое обещание попробовать еще раз в следующий раз.
Ваше здоровье будет очень хорошим, вам повезет, и в вашей жизни произойдут хорошие вещи. Эти предметы уже в пути и доступны вам в любое время, когда они вам понадобятся. Вы можете получить квалификацию, если верите в свои способности. Теперь дела у вас идут хорошо, когда приливы изменились и волны, которые собирались смыть вас, могут наконец доставить вас к месту назначения. Прилив поворачивается против вас, поэтому вам следует держаться подальше от него, чтобы привлечь их к своей расе. В данный момент дела у вас идут хорошо. Я гораздо сильнее, чем ты видишь, но ты боишься меня. Твоя ненависть ко мне не всегда может быть сильнее моей, в зависимости от того, насколько мы близки. Твоя неприязнь ко мне меркнет по сравнению с моей. Вы не помните ужасных вещей, которые произошли с вами в загробной жизни. По сравнению с силой моего присутствия, твоя забота обо мне перевешивает боль, которую ты сейчас испытываешь. Помимо финансовой выгоды, это мероприятие изменит ваше здоровье и общее качество жизни. Он говорит, что деньги, которые у меня есть, вас удивят. Посреди всего этого не забывайте быть благодарными и верить в Бога. Будьте готовы принять все это. Ты удивительный Бог, способный творить много чудес, и поэтому ты заслуживаешь всей последующей славы. Пока вы этим занимаетесь, пожалуйста, удалите что-то негативное, потому что оно препятствует чудесным изменениям в моей жизни. Конечно, обратите внимание на мой вопрос и ответьте на него. Я прошу вас обдумать то, что я сказал, и дать вам то, что я хочу. Не бойся, я буду рядом с тобой. Я твой Бог. Вам больше не придется терять надежду. С помощью моей правой руки, которая чиста, я могу ободрять вас, направлять вас и помогать вам. Это гарантия, которую люди получают от Бога. Не бойся, я буду рядом с тобой. Я Бог, который не подведет тебя. С какими бы проблемами мы ни столкнулись в жизни, мы знаем, что молитва всегда будет ответом. Независимо от того, с какой болью мы сталкиваемся физической, эмоциональной или духовной, молитва – это важное дело. С точки зрения важности, это одно из лучших дел, которые мы можем сделать. Слушайте внимательно Бога прямо сейчас. Отношения с другими людьми, будь то друзья, любовники или сексуальные партнеры, будут естественным образом вытекать из вашего хождения с Богом, когда появится такая возможность. Ты единственный, кто может защитить меня от тени, и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить тебя за это. Если кто и может уберечь меня от вреда, так это ты. Вы можете чувствовать себя усталым, незащищенным и бессильным прямо сейчас, но Бог хочет, чтобы вы знали, что Он – ваша сила. Он – источник вашей силы, не имеющий себе равных по размеру и глубине. Сегодня замечательный день. Чтобы помочь распространить информацию, вот видео, которое объясняет это с другой точки зрения, в котором основное внимание уделяется идеям, религии и деньгам. Вся хвала и честь тебе, Святой Отец, Отец Небесный. Ты через многое прошла, и я это знаю. Тебе было трудно, и я знаю. Мне очень жаль. Я ценю, что ты пришел сегодня. Пожалуйста, защити меня от зла, которое меня окружает.
Спасибо, я стою здесь и призываю вас к этому, потому что я пришел к вам. Это наш первый разговор с глазу на глаз. Ранее я видел тебя, когда я спросил что-то, что ты очень хорошо понимаешь. Ты часто будешь рядом со мной. Понимание этого наполняет меня миром и надеждой. Сегодня я не могу справиться с угрозами в одиночку, и для этого мне нужна ваша помощь. Если бы вы могли принять мою просьбу, я был бы бесконечно благодарен. Когда нам больно, духовно, физически или эмоционально, молитва должна быть нашей первой реакцией, независимо от обстоятельств. Это все еще так. Это наш единственный выбор, так как на данный момент он лучший. Это один из самых полезных ресурсов, которые есть у христиан, но он также является одним из наиболее малоиспользуемых. Всю оставшуюся жизнь я настаиваю на том, чтобы вы использовали этот первый метод, который я вам предложил. Я несу ответственность за все, что вы делаете, и хотя вы можете не знать, как все пойдет, я прослежу, чтобы все шло по плану. Независимо от ваших способностей, знайте, что я не подавлен текущей ситуацией и позабочусь о том, чтобы в конце концов все получилось. Продолжать. Я просто хочу, чтобы вы знали, что меня не интересует ваша нынешняя ситуация. В конце концов все наладится, поэтому паниковать сейчас не стоит. Неважно, насколько велики были препятствия или как долго они мешали вам достичь цели, некоторые из них сейчас исчезнут. Эта проблема все еще возможна, независимо от того, насколько велик и долгосрочен проект. Вы также можете испытать веру, исполнение всех своих желаний и получить множество чудесных возможностей. Я верю, что у тебя есть все, что нужно, чтобы стать тем, кем я никогда не думал, что ты сможешь стать. Я полностью верю в эту задачу и полностью уверен в вашей способности достичь великих целей. Тот факт, что вы верите в себя, дает мне всю уверенность в том, что я смогу справиться с этими проблемами. Я надеюсь, что вы выполните мою просьбу и превзойдете мои самые смелые мечты, потому что я знаю, что вы меня не подведете. Поверь мне, когда я говорю, что ты меня не подведешь, и я знаю, что ты не подведешь. Я могу открыть врата рая и дать тебе все, что ты когда-либо хотел или нуждался в это время. Вы долгое время не будете чувствовать боли и можете даже не заметить, насколько она легка. Вы можете одновременно обрести больше счастья, лучшее здоровье и начало новых захватывающих возможностей. Когда вы внезапно влюбляетесь, все это происходит с вами. Благодаря его учениям и путешествиям вы вскоре сможете испытать эту радость, когда придет Царство Божие. Многие люди в этом районе получают физическое и духовное исцеление от Иисуса Христа благодаря Его свету. Он спас этих людей от великих проблем, таких как грех и смерть. Когда Иисус Христос учил своих учеников благой вести Царство Божие, Он исцелил многих людей, которые были больны или собирались умереть. Он также воскресил нескольких никчемных людей, вернув их к нормальной жизни. Я был рядом с тобой во всех битвах. Уверяю тебя, что я никогда не оставлю тебя. На этот раз я не могу перестать думать о твоих интересах. Это произвело на меня впечатление с самого начала. Я ценю твою способность всегда без колебаний верить в меня. Никто, кроме тебя, не заставляет меня достигать самых смелых целей,
и я этим доволен. Ты даешь мне силу и мощь, которые позволяют мне продолжать с тобой. С тобой сбываются мои самые смелые мечты. Я никак не смогу отплатить за вашу щедрость, и слова не могут выразить, насколько я ценю все, что вы для меня делаете. Уверяю вас, что сделаю все, что в моих силах, чтобы выразить свою благодарность за все, что вы для меня делаете. Но я также обещаю сделать все возможное, чтобы показать, как сильно я ценю все, что ты делаешь. Пожалуйста, ради моей жизни, позвольте мне пойти в Amazing Research, чтобы кто-нибудь помог мне с этой сложной проблемой. Наверное, это единственное, что меня помогает. Я прекрасно знаю, что с вашей помощью все возможно. Во могущественное имя Иисуса Христа я прошу и молюсь, чтобы вы исполнили мою молитву. Различные аспекты моей жизни могут сделать меня счастливым, и я готов учиться новому. Кроме того, я достаточно гибок, чтобы адаптироваться к новым ситуациям, и достаточно силен, чтобы отказаться от вещей в моей жизни, которые больше не приносят мне пользы. Если вы подумаете о том, что произошло сегодня, то многое может произойти в будущем. Вы помогли мне преодолеть все эти проблемы. Есть много важных деталей. Мне бы хотелось сказать вам большое спасибо за все, что вы для меня делаете, но у меня не хватает слов. Честно говоря, ты потрясающий. У меня нет слов, но я просто хотел сказать, насколько я ценю, что вы поддерживаете меня и помогаете мне пройти через этот трудный этап. Вы поддерживали меня на протяжении всего этого пути, и я это очень ценю. А я умоляю тебя, пожалуйста, прости меня. Мне очень жаль за то, что я сделал. Прости меня и подари мне подарок, который ты задумал. Мое самое большое желание, чтобы ты меня простил. Я тот, кто приносит счастье. Реализация начинается потому, что мир не оправдывает ваших ожиданий. Повернись лицом ко мне. Я не хочу, чтобы тебе пришлось пережить еще большую боль, чем то, через что ты проходишь сейчас. Я рад, что они у меня есть, потому что моя иммунная система сильна, и мое тело сильное. Для меня не существует слишком большой или слишком маленькой задачи. Кроме того, я готов принять все, что встречается на моем пути. Я мысленно записываю то, что может вас сейчас беспокоить. Хотите верьте, хотите нет, но вы настраиваете себя на большее удовлетворение в долгосрочной перспективе, даже если сейчас все выглядит не очень хорошо. Да, люди вокруг вас молятся за вас, и с их поддержкой и ободрением вы сможете выстоять. Вы можете быть спокойны, зная, что истина на вашей стороне, потому что Бог на вашей стороне. Продолжайте двигаться вперед. Все меняется, барьеры разрушаются, и появляются возможности. Но, возможно, еще есть время. Вещи, которые происходили в течение долгого времени, теперь исправляются, и они больше не имеют каких-либо длительных последствий. И если вы со мной, я могу записать все, что плохой парень у вас украл, включая ваши отношения, деньги, здоровье и все остальное. Я принимаю свое пиар-обещание попробовать это для вас. Возможно, у меня нет ответов, которые вам нужны. О вашем существовании и проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, знают лишь немногие. Вы не только нашли ответ, но и стали сильнее.
Поэтому я уверяю вас, что я всегда буду рядом с вами, чтобы помочь вам встать, когда вы упадете. Бог говорит с вами сейчас. Несмотря на то, что ты все еще здесь, мало кто знает, как тебе тяжело. Это может вызвать у вас проблемы. Несмотря на то, что вы слепы, ваш Небесный Отец мешает вам распознавать способы, которыми могут пользоваться вещи. Впервые я верю, что в долгосрочной перспективе у вас все наладится. По мере вашего роста вы интегрируете весь этот опыт и развиваетесь в свою личность уникальным для вас способом. Взлетайте высоко и увидите исполнение своих желаний. К этому следует начать готовиться прямо сейчас. Поэтому я знаю, с какими трудностями вы сталкиваетесь. Однако вы должны понимать, что я не поставлю вас в ситуацию, с которой вы не сможете справиться, какой бы большой она для вас ни была. Это очень сложно, и я бы не советовал ставить вас в такое положение. Важно, чтобы вы обладали этим особым навыком, чтобы управлять им. Независимо от того, сколько дней вы проведете в надежде, что все может быть иначе, вы ничего не сможете сделать, чтобы изменить происходящее. Уверяю вас, однако, что отныне все будет не так, и вы, наконец, сможете отдохнуть. Держите полотенце рядом с теми, кто верит в Бога. Посмотрите это видео до конца. Бог обращается к вам лично. Проблемы, с которыми вы столкнулись сейчас, возможно, не временные. Ты должен знать. Последние несколько недель вы усердно работали, и я это знаю. Бог сделает то, чего никогда раньше не делалось, и зрители увидят это через искусство. Я чувствую, что благодаря этому вскоре откроются новые двери. Изменения, которые в прошлом были негативными, теперь принимают другое направление. Иногда в некоторых отдаленных местах вы можете видеть, как разум восстанавливается, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваши проблемы вас сломят. Я удержу весь мир и помогу тебе. Не нужно бояться сдаваться, когда дела идут плохо. Другими словами, тот факт, что наступила новая неделя, заслуживает аплодисментов. Божье Слово, если на этой неделе вы поставите мои потребности выше своих, я позабочусь о том, чтобы все пошло по плану, и у вас будет очень хорошая неделя, игнорируя приказы вашего врага не соглашаться со мной. Это соединение указывает на то, что все ваши потребности, отношения, финансы, дома и работа вот-вот будут удовлетворены. Это послание, потому что оно противоречит тому, что говорит Бог согласно Библии. Вам не терпится увидеть много хорошего, что должно произойти в вашей жизни, даже если ваш враг говорил вам обратное. Бог не может не общаться с вами и не удовлетворять ваши просьбы, Он объяснил это ясно. Я стараюсь быть внимательным и уделять особое внимание, иногда отвечая на вопросы неожиданно и одинаково. Для меня очень важно ваше знание моих методов. Если вы сможете меня заинтересовать, вы увеличите свои шансы на успех. Я молюсь, чтобы вы обдумали это, потому что так сказал Господь. То, что будет дальше, не имеет ничего общего с вашими навыками, достижениями или местоположением. Это потому, что я могу контролировать, и нет никакой связи между запланированными мероприятиями и задачами, которые я им поручил выполнить. Произойдут удивительные вещи, и вам будет дан невероятный подарок.
Всегда делайте все возможное и не бойтесь пробовать. Разве я не учил тебя этому раньше? Иегова, твой Бог, будет вести тебя и будет с тобой на всем пути. Вам не придется беспокоиться ни о чем и ни о ком. Они, вероятно, не забудут вас и не будут относиться к вам так плохо, поэтому не нужно ничего с этим делать. Он изменится в лучшую для вас сторону и появится вскоре после того, как этот шаблон закончится. Это изменение оправдано чем-то, что вернется в вашу жизнь. То, что вызывает у вас головную боль и не дает спать по ночам, может сегодня утихнуть. Частично это связано с вашими причинами плохого сна. Со временем вы будете готовы решать и другие вопросы. Вам следует начать планировать как можно скорее, потому что вскоре ваша жизнь сильно изменится. Не бойся, потому что я с тобой, говорит Иегова. Я ваш Бог, и вам не нужно быть слабыми. Если вам нужна поддержка, я могу ее вам дать. Если тебе понадобится помощь, я могу поддержать тебя своей праведной правой рукой. Ваши родственники никогда не были в этом чудесном месте на земле, но на то есть воля Божья, чтобы вы туда побывали. Вы не увидите, чтобы он использовал какое-либо оружие, способности или силы, потому что никогда не видели его в действии. У него много энергии. Всегда оставайтесь в Господе, не сомневайтесь в обещаниях, которые Он дал вам. Не доверяйте своей собственной мудрости или тому, чему вы научились за эти годы. Вместо того, чтобы полагаться на ваши комментарии и действия, его руководство поможет вам найти то, что лучше для вас, если вы дадите ему знать, что его видят и ценят во всем, что вы делаете. Дать ей возможность проявить к вам уважение и почтение – это одна сторона. Когда мы решаем перестать беспокоиться о вещах, которые на самом деле не важны, Бог говорит нам не критиковать и не жаловаться ни на что. Примите меры предосторожности, прежде чем позволить страху взять над вами верх. Обратите внимание на то, что я говорю по этому поводу. Ваша непоколебимая вера в меня ослабляет меня, поскольку я не понимаю источника вашего доверия ко мне. Ты скрашиваешь мой день, будь то словами, действиями или тем и другим. Уверяю вас, что, по мнению Бога, я не оправдаю ваших ожиданий. Хорошие вещи приходят к тем, кто делает добро. Если ты продолжишь верить в меня, я поддержу тебя. Когда ты проявляешь ко мне признательность, находиться рядом с тобой становится намного лучше. Вы получите от меня много благословений, если сохраните веру в меня. И если бы в ближайшем будущем вас не ждало что-то более важное, вы бы не были здесь и не учились этому. Если вы хотите читать об удивительных вещах, вы можете сделать это по причинам, упомянутым выше. Это позволит вам увидеть. Не забывайте, что Бог уже очень занят. Бог сейчас участвует во многих вещах. Это благословит вас и ваших близких и спасет вас от любого вреда или страданий из-за этого. С вашим телом произойдут хорошие вещи, а не плохие. Приготовьтесь к знанию, которое наш Господь Бог собирается дать вам. В подготовку вложено больше, чем мои деньги, потому что я расскажу вам, что вас удивит. Быть здоровым, независимым, обладать имуществом и постоянным спутником жизни – вот что я начал готовить для вас. Вы будете удивлены, когда это наконец произойдет.
Бог говорит молиться, когда вы застряли, чтобы вы могли получить инструкции о том, что делать, вместо того, чтобы сдаваться. Это поможет вам узнать, что делать дальше. Вам не должно быть стыдно прийти и поговорить со мной обо всем, что вас беспокоит. В это время произойдут судьбоносные прозрения, которые вы никогда не забудете. Вы можете рассчитывать на мою непоколебимую поддержку. Старайтесь не думать больше, чем нужно. Некоторые из случаев. Библейские ссылки, по моему мнению, должны храниться в секрете. В этом отрывке подчеркивается, что те, кто верит в Бога, ни в чем не должны быть в неведении. Бог даст вам силы, необходимые для того, чтобы выдержать трудности. Вам нужно перестать беспокоиться об истощении своих энергетических запасов. Да, это закончится. Если бы он мог бы заставить вас смеяться и улыбаться. Вы всегда можете рассчитывать на то, что они найдут решение, даже если все идет хорошо. Они могут предложить вам решение, даже если все другие варианты кажутся исчерпанными. Вы ожидаете, что они будут действовать таким образом. Вы готовы сделать большую часть своей жизни, которая вот-вот начнется. На следующем этапе может быть что-то еще. Некоторым людям приходится учиться жить в постоянном страхе, чтобы получить этот дар. Все, что вы хотите и в чем нуждаетесь, исполнится на предстоящей неделе, а все, что от вас ожидается, приумножится. Этот процесс продолжится на следующей неделе. В течение следующей недели хорошие события, которые, как ожидается, с вами произойдут, могут измениться. Бог хочет, чтобы вы знали, что иногда Он не сможет приступить к самой интересной части вашего путешествия, если вы не уверены в пути, по которому идете. Любая мысль о том, что путь вперед не опасен, заставляет Бога действовать таким образом. Мы благодарим Бога, что все сложилось именно так. Знайте, что вы не будете разочарованы, если этого не сделаете. Добро заслуживает того, чтобы улыбнуться вам. Все хорошее и приемлемое закончится в то время, которое обещал Иегова. Это было его обещание. Кроме того, он обещает, что время пролетит быстро. Скажите во имя Иисуса, что вы глава этой области, и что все остальные это заметят. То, что сложно понять, поверьте, что это значит для вас. Когда ты поймешь, что я не предъявляю к тебе самых высоких требований, с тобой начнут происходить удивительные вещи, и твоя жизнь изменится к лучшему. Я бы не дал вам такой должности, если бы не верил в ваши способности. Я бы не создал тебя, если бы не думал, что ты сможешь это сделать. С моей точки зрения, цели, которые вы перед собой поставили, недостижимы. Важно использовать эту возможность как можно скорее, чтобы у меня был позитивный настрой, и я знал, что могу все. Так что не надо ничего напрягать. Убедитесь, что у вас особенный характер, и электронная книга написана Богом для вас, даже если она еще не закончена. Все началось в твоей голове. Даже если вы не можете обмениваться некоторыми вещами, очень важно сохранять веру. Сохранять свою веру очень важно. Если Господь на вашей стороне, у вас есть шанс выиграть эту битву и первым прийти к финишу. Вы можете гарантировать, что все пойдет так, как вы ожидаете, но невозможно знать наверняка, как все обернется.
Уходит много времени, чтобы подготовиться к большим переменам, которые вскоре произойдут в вашей жизни. Эти изменения произойдут в ближайшее время. Главное — воплотить свои мечты в реальность. Молодцы в первую очередь, судя по вашему мнению. Оно уже существует, ты еще этого не знаешь. Здесь мы можем увидеть машину в действии. Пожалуйста, прислушайтесь к Божьим словам. Я знаю, как тяжело было пережить боль, которая случается в твоей жизни. Я очень рад видеть, что вам удалось завершить этот проект. Мне разрывается сердце от того, что тебе пришлось пройти через это, и я знаю, как тяжело это было для твоей душевной жизни. Я ценю вашу веру в меня и то, что мы смогли завершить этот проект как команда. Мне очень жаль, если ты хочешь, чтобы я сам помог тебе двигаться вперед лучше. Мне нужно знать все, что тебя беспокоит. Однако, когда мы встретимся вместе, мы сможем понять, через что вы сейчас проходите. Мое сердце чувствует, что оно вот-вот взорвется внутри твоего будущего. У вас будет более глубокое понимание того, кто вы есть, и вы осознаете, что продолжаете доверять моему слову и отказываетесь подчиняться моему авторитету. Клянусь, ты сдержал свое слово. Пока ты продолжаешь верить в меня, несмотря на все, что происходит в этом мире, ты будешь удовлетворен. Два события нельзя считать совпадением. Путь, по которому вы сейчас идете, с самого начала стал планом вашего будущего, и мы очень гордимся вами. Все откроется вам в свое время. Помните об этом. Бог с тобой всегда. Я надеюсь, что Он с вами и сможет принести надежду и утешение. Это верно, даже когда вы находитесь в очень трудное время. Не позволяйте вашей ситуации стать нестабильной, независимо от проблем, с которыми вы столкнулись. Вместо того, чтобы исправлять происходящее плохое, постарайтесь увидеть хорошее. Верьте в свои способности и знайте, что вы добьетесь успеха во всем, что бы вы ни делали. Когда вы дойдете до этой точки, даже если вы еще не в конце, вам нужно быть готовым ко всему, что встретится на вашем пути. В это время года я молюсь, чтобы люди всех наций осознали, что Бог существует. Поставьте лайк этому видео и поделитесь им с другими, чтобы выразить свои чувства. Согласно Библии, у Бога есть план и цель для существования каждого человека, например, наличие очень важной работы. Этот метод делает вещи возможными. Я хочу, чтобы ты поставил Бога на первое место в своей жизни, потому что ты мой возлюбленный. Кроме того, я молюсь, чтобы вы покаялись в своих грехах и показали другим христианам, как жить в этом мире, помогая людям, когда они в вас нуждаются, и делая все возможное, чтобы облегчить их страдания. Держите себя подальше от греха. Ваш уникальный свет сегодня более заметен для нас, чем когда-либо в истории, и мы не можем не признать вашу красоту. То, что может случиться с вами в жизни сейчас, не может контролироваться никем, даже правительством. Но что вы можете сделать, так это двигаться вперед к своей цели. Прямо сейчас вы можете видеть, что он движется в вашем направлении. Важно начать готовиться ко многим реалиям, которые вскоре произойдут. Вы почувствуете, что присутствие Бога приносит положительные изменения в вашу жизнь, и если вы будете регулярно молиться и действовать в соответствии со своими убеждениями.
Любовь, исцеление и изобилие вливаются в вашу жизнь так, как и должно быть, потому что они – это вы. Вы можете получить его сегодня. Возможно, все встанет на свои места так, как должно быть. Сегодня вы можете чудесным образом уменьшить боль и страдания, поделиться присутствием всех членов вашей семьи и событиями, которые происходят, когда вы захотите. Если ты поверишь в меня, я смогу показать тебе путь к лучшей жизни. Хотя я знаю, что все может пойти не так, как вы надеялись, я позабочусь о том, чтобы вы были на правильном пути. Даже если вы не согласны со мной, Бог открыл себя и признал ваш страх перед приближением разрушения. Ни один случайный веб-сайт, каким бы маленьким он ни был, не должен вас удивлять. Это связано с тем, что до сих пор природная система агрессивно устраняла любые потенциально опасные препятствия. Вскоре любовь закончится из тебя. Вы собираетесь испытать радость, не похожую ни на что, что вы когда-либо чувствовали в своей жизни. В настоящее время нечего бояться, поскольку все под контролем, включая недавние события, говорит Господь Иегова. Мы можем решить проблемы, которые вас затронули, и заранее приношу извинения, если это причинит какие-либо неудобства. Вместе мы сможем пробиться, а я смогу открыть двери и войти в дом, когда мы проедем через город. Как и раньше, я дам вам возможность быть самим собой. Сезон дождей, который вы пережили, почти закончился, так что вы можете расслабиться. Любовь, исцеление, великая трансформация, новые возможности и награды обрушатся на вас в ближайшие дни и годы. Аминь. Найдите утешение в том, что Бог всегда с вами, готовый защитить и помочь вам. Поскольку Бог говорит вам это сейчас, не беспокойтесь ни о чем опасном, что может случиться с вами, даже если кто-то из вашей семьи попытается причинить вам вред. Подобные вещи могут дать вам небольшой импульс. Вы можете обнаружить, что этот метод снимает стресс. Выполнив этот шаг, вы сможете избавиться от беспокойства по поводу текущей ситуации. Поскольку Бог сейчас слушает ваши молитвы, Он уже сказал вам, что чудо грядет. Прямо сейчас событие происходит так, как если бы это было чудо. Если вы хотите остаться в живых, возможно, вам придется изменить свой распорядок дня. В те моменты, когда вы чувствуете, что вам нужно чудо, я рекомендую посмотреть это видео от начала до конца. Быстрый депозит на ваш банковский счет может оказаться больше, чем вы думали в то время и в том месте. Существует мало доказательств того, что это возможно. Однако мы должны помнить о том, чтобы быть самими собой. Так что отметьте это событие в своем календаре, если хотите, чтобы событие ждало вас с нетерпением. Когда вы наслаждаетесь своей компанией, истинное счастье распространяется по благодати Божией. Кто-то позвонит вам позже на этой неделе, чтобы связаться с вами и предоставить правильную информацию. Никогда не знаешь, что человек, смотрящий на тебя, может пытаться с тобой связаться. Это видео покажет вам, что вы скоро найдете дом своей мечты, работу своей мечты и романтического партнера, о котором всегда мечтали. Посмотрите это видео, потому что это знак того, что вы собираетесь начать отношения, о которых так долго думали. Дегустация лорда в первую очередь даст вам представление о его вкусе и возможность насладиться им.
Жизнь по-настоящему успешна для тех, кто верит в нее как в безопасность. Короче говоря, когда вы проснетесь на следующее утро, природа может преподнести вам подарок, прекрасный способ удивиться и удивиться. В знак признательности этот подарок может быть доставлен на следующий день. Природа ценит все, что вы сделали, поэтому с нетерпением ждите завтрашнего дня. Поставьте лайк и поделитесь этим видео, чтобы распространить информацию. Имея веру в Бога и посмотрев все видео сегодня вечером в полночь, вы обретете понимание и будете в хорошем месте для всех знаков и проявлений. Бог откроет вам что-то прекрасное и чудесное, если вы обратите на это внимание. Вы будете изучать этот урок во второй половине дня. Это очень важно и останется в вашей памяти надолго. Все, о чем вы молились и к чему готовились, откроется, когда небеса откроются. Я сейчас кое-что сделаю, так что будь осторожен. Я дам тебе всякую нужду и желание, как будто врата небесные открылись. Иисус сказал: «Никто не может иметь дружбы с Отцом, кроме как через Меня, имея в виду, что Он есть путь, истина и жизнь». Некоторые люди говорят о тебе там, где ты давно не был, и до меня дошли слухи. Очень здорово, что ты все время об этом говоришь. У Бога на горизонте есть возможности, которые вас удивят. Используйте эту возможность. Ваша физическая форма улучшится, закрытые двери откроются, и ваши молитвы будут услышаны. У тебя уже есть все, что душе угодно, даже если ты об этом не знаешь. Постоянно хвалите Бога и благодарите за все, что Он сделал. Будьте благодарны за то, что у вас есть сейчас, и просите с добрым сердцем. Наступили лучшие годы вашей жизни. Бог говорит вам, что настали хорошие времена. Доверься Богу, даже если не видишь финишной черты. В конце концов все наладится. Если я у тебя есть, я могу вернуть тебя. Относись ко мне с добротой, и я всегда смогу тебя порадовать. Сотрудничество со мной даст вам ряд преимуществ. Доброе отношение к другим приносит великие благословения. Если вы проявите смирение, я смогу вас ободрить. Взгляните на вещи в перспективе и осознайте, что негативные вещи, которые заставляют вас плакать, прекратятся и заменятся счастьем, радостью и любовью. Верьте в космос. Продолжайте верить, что в конце концов все наладится. Вы развили смелость и храбрость. Вы хотите быть сильными внутри. Нет причин бояться, пусть Иегова, твой Бог, будет рядом с тобой во всех твоих путешествиях. Чтобы справиться с внезапными переменами в своей жизни, поймите, что дела у вас идут хорошо не случайно. Возможно, простого ответа не существует. Если вы хотите знать, каким будет ваш день идеальным, посмотрите каждую часть этого видео. На значимости этих свидетельств нельзя придавать никакого значения. Первую неделю февраля 2024 года в вашей жизни произойдет серьезный поворот. Этот период не только представит разовый риск, но и ознаменует начало возможности осуществить глубокое и давнее желание. Будьте открыты с теми, кто в этом участвует. Возможно, вы не понимаете, почему на то, чтобы все обрело смысл, потребовалось больше времени, чем ожидалось.
Твое время никогда не придет, поэтому хорошее начало – это молчать и знать, что Иегова, твой Бог, с тобой и что Он не оставит и не покинет тебя. Перестаньте позволять тревоге и страху контролировать каждое ваше движение, их власть больше не должна беспокоиться и волноваться. Не позволяйте своему мужеству и своим принципам поколебаться. Ваша личная и личная жизнь вот-вот процветает, поэтому не поддавайтесь искушению поддаться своим беспокойствам и проблемам, которые вас пугают. Ваш уровень жизни постепенно улучшается с течением времени, и если вы проявите терпение и воздадите славу Богу, вскоре дела у вас пойдут лучше. Грусть и печаль закончатся, и тогда придут новые возможности. Решение проблем, которые беспокоят вас уже давно, несомненно, приведет к большим событиям в ближайшем будущем. И если вы какое-то время о чем-то беспокоились, сегодня вечером вы можете чувствовать себя совершенно как дома. Сегодня вечером у тебя все будет хорошо. Планирование вашей жизни вот-вот кардинально изменится. Вещи, которые вас беспокоили какое-то время, больше не актуальны. В эту особенную ночь у вас все может сложиться хорошо. Из-за тебя мои слезы превратились в танец. Вы бросаете ковер и надеваете благодарственный халат. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за помощь мне в этом. Ожидается, что финансовое положение человека быстро улучшится, что позволит ему вести высокий уровень жизни. Тот факт, что человек получает социальные сигналы, указывающие на необходимость действовать, доказывает, что время пришло. Люди могут насмехаться над тобой, но я защищу тебя. Я могу исцелить тебя, даже если многие другие причинили тебе боль. Я могу помочь тебе подняться, когда другие терпят неудачу. Бог сказал евреям не пытаться быть святыми, как все остальные, а стараться каждый день быть хорошими людьми. Пройдя сквозь огонь, вы сможете избежать ожогов и проглатывания. Люди, живущие в гармонии с Богом, не пострадают, даже если войдут в огонь. Вы не обожжетесь, и огонь не обожжет вас, проходя через печь. Когда вы переправитесь через реки, это уже не будет для вас бременем, и Бог обещает быть с вами во время потопа. Чтобы развеять их страхи, Иисус заверил их, что Бог последует за ними через море. Реки, которые вы пересекаете, не замедлят вас, их первоначальная цель больше не очевидна, поскольку на вас обрушиваются штормы и волны. Помогите мне решить эту проблему, поделившись этим видео, потому что Бог так сильно любит вас, что Он не оставит вас, даже если вы столкнетесь с большими проблемами. Не бойтесь, потому что это не всегда необходимо. В конце концов, у вас не будет проблем. Интересно, что не каждый сможет интерпретировать ваше произношение. В конце концов, нельзя ожидать, что все будут идеальными. Убедитесь, что ничто не заставляет вас терять интерес или двигаться медленно, потому что вы важны для меня, и я хочу для вас самого лучшего. Я понимаю, через что ты проходишь, и это ужасно, что тебе приходится через это проходить. Доверьтесь одному Иегове и не позволяйте сомневаться в данных им обещаниях. Не полагайтесь на свое собственное понимание или на то, чему вы научились за эти годы. Поклоняйтесь Господу превыше всего. Это должно быть вашей главной целью. Если вы согласны с Богом, Он направит ваши шаги так, чтобы сделать вас счастливыми.
Бог направит ваши ноги так, как вам будет полезно, если вы будете включать Его во все свои действия. Подумайте хорошенько, и чем больше вы будете смеяться, тем больше вам придется кататься по полу снова и снова. Теперь, когда я могу это прояснить, вы можете быстро вернуться к тому, как вы, вероятно, поступали до того, как Бог восстановил ваше здоровье, доверяя надеждам и целям других. Вы снова влюбитесь, пройдя через много боли и горя. Вы находитесь именно там, где находитесь, потому что Бог использовал ваш разум. Вы полны хороших качеств, и они выделяют вас. Бог отдал свою жизнь ради вашего спасения. Когда люди, которые вас знают, думают о вас, они гордятся вашими достижениями. В большинстве случаев это правда. В то же время нет ничего важнее подготовки. Кроме этого, мало что свидетельствует о том, что вы с нами согласны. Если вам понравится это видео, это будет много значить для нас. Может быть, если бы вы нашли того человека, который мог бы исполнить все ваши желания в ваших романтических отношениях, и в целом, ваша жизнь была бы намного лучше. Проявив настойчивость и решительность, вы сможете достичь всего, что намеревались сделать. В вашей жизни наступит подходящее время. Вы поймете, что этот человек – дар небес, который мы должны ценить. Учитывая все обстоятельства, результаты удивительны. Поскольку вы в почете, вам следует напоминать себе об этом утверждении каждый раз, когда вы на него соглашаетесь. У меня прекрасная жизнь. До сих пор методы, которые я использовал, похоже, приносили желаемые результаты и шли по плану. Все, что со мной произошло, лишь средства для достижения цели. Никаких доказательств, указывающих на какую-либо другую причину этого, обнаружено не было. Так что я волен строить следующую главу своей жизни так, как считаю нужным. Я чувствую, что теряю вес с каждым днем, мое здоровье улучшается, и я могу продолжать ходить. Я искренне желаю сохранить свою решимость серьезно относиться к любым сюрпризам и неожиданным подаркам. Кроме того, я должен продолжать верить, что чудеса могут и будут происходить. Лайки и репосты помогут сохранить это видео. В это время вы должны твердо верить, что все будет хорошо. Цель была достигнута, следовательно, вы можете объявить его успешным. Вас ждет чудесное событие, которое невозможно объяснить. Впуская в свою жизнь больше света и любви, вы можете повысить свою вибрацию и привлечь положительную энергию. То, что вам дано, к вам придет. Если вы это сделаете, вы сможете использовать силу, которая направляет ваш путь. Если вы выполните необходимые действия, ваше заявление будет рассмотрено должным образом. Вы можете рассчитывать на нашу помощь, как только это поможет нам в этом. Поскольку Бог успокоил вас, вы можете перестать беспокоиться о своем будущем. Довериться Ему и постараться быть честным – это все, что от вас требуется. Вам больше не придется беспокоиться о том, как прожить остаток своей жизни, поскольку Бог определил ваш разум. Мое истинное желание – сделать так, чтобы вы путешествовали с единомышленниками, чтобы вы оба могли извлечь пользу из своего опыта. Пожалуйста, поймите, насколько важно для вас знать, что я слежу за вашим местонахождением и что я могу следить за вами и слушать мое сообщение.
Даже когда наш разговор продвинулся вперед, Бог хочет, чтобы вы выслушали Его текущие планы на вашу жизнь в позитивном ключе. Имейте в виду, что не все поймут. Тот факт, что некоторые люди находят слова, которые вы используете, сбивают с толку, это здорово. Вам следует постараться не унывать и не терять надежду из-за этого. Я слышу, когда ты говоришь, что хочешь чем-то заняться со мной весь день. Ты самое главное. Вам следует ожидать, что чудо скоро придет к вам. Теперь тебе гнило. Если вы хотите предпринять шаги, чтобы защитить себя от рисков, вам необходимо начать планировать предстоящие большие изменения. У вас есть прекрасная возможность реализовать свои цели и добиться больших успехов, поскольку вы решили участвовать в этом проекте. Это верно в любой ситуации, и несмотря ни на что, вы и люди, которых вы любите, сможете найти решение. Теперь Бог хочет сказать вам, чтобы вы перестали беспокоиться о других людях и начали думать о себе. И если вы хотите, чтобы ваш разум был свободен от власти вещей, вы должны усердно работать и не беспокоиться ни о чем, связанном с этим днем. Я дважды проверил, чтобы убедиться, что все, что вам нужно, готово и ждет вас. И если вы позволите себе справиться с этой проблемой, вам нужно потратить время на то, чтобы все заработало, а не слишком много думать или все портить. В то время как ваш уровень энергии низкий, вы можете обнаружить, что причиной является ваше беспокойство. Вы можете достичь большего за меньшее время, если полностью посвятите себя своим целям и уделите все свое внимание всему, что делаете. Этот месяц знаменует собой начало времени, когда вы ответите за свои прошлые действия, и это может иметь последствия. Однако ваши предыдущие усилия могли незамедлительно привести к желаемым результатам, что сделало это невозможным. В зависимости от ситуации желаемые результаты могут быть прямым результатом вашей предыдущей работы. Для того, чтобы воспользоваться этим, вы должны быть готовы воспользоваться возникающими возможностями. Если Бог обеспокоен, то очень важно следить за недавними событиями. Негативные мысли могут препятствовать прогрессу, поэтому важно быть с ними осторожными. От этого шага может зависеть успех или неудача, особенно если вы верите, что за все отвечает Бог. Все, что мне нужно, находится внутри меня и ждет, чтобы меня использовали, когда это необходимо. Новая встреча может изменить мою точку зрения, тонким образом сформировать мое будущее. Ваши слова и действия имеют силу, когда они соответствуют воле Бога. Ставьте свою веру выше других, поскольку это важный урок. Планирование неизбежных проблем может показаться бессмысленным, потому что они будут расти независимо от ваших усилий их избежать. Все, что предназначено для вас, найдет способ достичь вас, будь то видимый или невидимый. Осознание этого может стать очевидным на этой неделе, когда будут получены ответы на молитвы и исполнены желания. Будьте сильными, зная, что Бог слышит ваши молитвы и может исполнить ваши желания. Скажите «Аминь» откровению, оцените руководство и подпишитесь на Слово Божье. Аминь.